ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 16:45. Заседание Общественного совета города. На повестке дня итоги работы в третьем и четвертом кварталах этого года. В первую очередь обсуждают вопросы общественного транспорта. Наступившие морозы обостряют ситуацию с нехваткой автобусов и их графиком работы. Виктор Шомисов, заместитель мэра по вопросам ЖКХ, и Виктор Тельнов, ответственный за социальную сферу, отчитываются о последних изменениях. Это компьютерное расписание, легкая мобильная версия, над которой сейчас начали работу, которая будет доступна для любого жителя. То есть на остановке любой обладатель смартфона, да и простого телефона с выходом в интернет, легкую версию открыть, посмотреть действующее расписание, если, к примеру, хулиганы или злодеи оторвали и унесли табличку. То есть это будет доступно. В перспективе вообще планируется сделать онлайн-слежение за транспортом. То есть это проект такой не простой и не легкий, но в принципе крупные города к нему потихонечку приходят. И отслеживание автобуса конкретно, где он находится, это возможно в нынешних технических условиях. И я считаю, что это перспектива в ближайшее время. Разработан новый, более удобный маршрут «девятки», который будет проходить через район Зерюнова, Куратова, Пионер-гору и старую часть города. В эту пятницу он будет рассмотрен и, возможно, утвержден транспортной комиссией. График работы всех маршруток продлен до 22 часов. Отслеживают преждевременный сход автобусов с маршрутов 2 транспортных инспектора. Также от общественников поступает предложение по созданию единого ночного маршрута, который пройдет через ЖД-вокзал, аэропорт и автовокзал.